Уважаемые зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Здравствуйте, друзья! Вы знакомы с Мэри Поппинс? Да? И это неудивительно, ведь
Она необычайно знаменита. Про нее написаны не одна, не две, не три, а целых 4 книжки. А представьте себе, о таких знаменитостях, как Робинзон Крузо или Буратино, написано всего по одной книге. А Мэри Поппинс надо прежде всего сказать, что... Замечу только, что если вам сначала покажется слишком строгой няня Мэри Поппинс, не пугайтесь. Легко понять, что если бы она была только строгой, ее вряд ли так полюбили бы эти озорники Джейн и Майкл Бэнкс. А за ними и все без исключения ребята, которым удалось познакомиться с Мэри Поппинс. Происходят год от года, непогода нынче в моде, непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата, непогода, непогода. Ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Если ты хочешь отыскать в Лондоне дом номер 17 по Вишневому переулку, просто-напросто спроси у полисмена на перекрестке, и ты сразу его найдешь. Во-первых, это самый маленький домик во всем переулке. Кроме того, это единственный дом, который порядком облез и явно нуждается в покраске. А живет в нем семейство Бэнксов. Мистер Бэнкс, миссис Бэнкс, Джейн старшая, Майкл младший и Джон с Барбарой. Они близнецы и самые-самые маленькие. И, конечно, там была еще няня Кэти. Но к тому моменту, когда начался наш рассказ, она уже ушла из дома номер 17. Именно поэтому миссис Бэнкс с самого утра сидела в гостиной и писала объявление в газеты о том, что семейство Бэнксов нуждается в самой лучшей няне с самым маленьким жалованием и
немедленно. А наверху в детской Джейн и Майкл глядели в окошко и старались угадать, кого же им пришлют. Они были рады, что няня Кэти ушла. Они не очень ее любили, потому что от нее всегда пахло лекарствами. Кто бы ни пришел, думали ребята, все равно это будет гораздо лучше, чем няня Кэти. А может быть и еще лучше. Восточный ветер свистел в голых ветках вишен в переулке. Деревья так гнулись и вертелись под его порывами, что в сумерках могло показаться, будто они сошли с ума и стараются вырвать свои корни из земли. Вдруг перед калиткой внезапно вырос темный силуэт. Сгибаясь и пошатываясь под ударами ветра, силуэт открыл калитку. И дети увидели, что он принадлежит женщине. Одной рукой она придерживала шляпку, в другой тащила большую сумку. Едва женщина вошла в садик, как она поднялась в воздух и полетела прямо к дому. Майкл и Джейн не поверили своим глазам. Они выскочили из комнаты и с лестничной площадки стали наблюдать, что же происходит в прихожей. И вот ребята увидели, что их мама выходит из гостиной, а незнакомка идет за ней. Сверху были видны ее гладкие, блестящие черные волосы. Незнакомка была худая, с большими руками и ногами и пронзительными синими глазами. «Вы увидите, они очень послушные ребятки», — говорила ей миссис Бэнкс. «С ними не будет никаких хлопот», — продолжала миссис Бэнкс не очень уверенно, поскольку она и сама в это не верила. Ребятам показалось, что гостья фыркнула, словно и она не очень поверила. «Ну, а рекомендации?» – продолжала миссис Бэнкс. «У меня правило. Никаких рекомендаций», — сказала она твердо. Миссис Бэнкс остолбенела. «Но мне кажется, это принято», – сказала она. «Я имею в виду, хочу сказать, все люди так делают». «Весьма старомодный обычай, по-моему», — отвечал суровый голос. «Весьма, совершенно устарелый и несовременный». А надо вам сказать, что миссис Бэнкс больше всего на свете боялась показаться старомодной и несовременной. Ужасно боялась, поэтому она поспешно сказала: «Тогда очень хорошо, не будем говорить об этом. Я просто спросила на тот случай, если бы вы сами захотели. Детская наверху». Незнакомка поднялась следом за миссис Бэнкс, указывающей дорогу. Но как? Не выпуская из рук свою большую сумку, она просто-напросто села на перила и преспокойно въехала по ним на верхнюю площадку. Джейн и Майкл прекрасно знали, что никто на свете этого сделать не может. Съехать по перилам вниз, пожалуйста, они сколько раз сами это делали. Но въехать наверх так не бывает. Пораженные ребята уставились на посетительницу. Значит, все улажено, сказала миссис Бэнкс со вздохом облегчения. Почти. Если, конечно, меня это устроит, сказала незнакомка. «Вы здесь, дети?» – сказала миссис Бэнкс, наконец заметившая ребят. «Это ваша новая няня, Джейн, Майкл, поздоровайтесь. Это Мэри Поппинс. А вот это, миссис Бэнкс показала рукой на колыбельку, где спали малыши, наши близнецы». Мэри Поппинс внимательно разглядывала ребят, как будто бы решала про себя, нравятся они ей или нет. И, наконец, произнесла: «Я принимаю ваше предложение».
Джейн, когда мать ушла. Нам показалось, что вас принесло ветром. Так и есть, ответила Мэри Поппинс и начала распаковывать свою сумку. К величайшему удивлению Майкла и Джейн из совершенно пустой сумки она достала накрахмаленный белый фартук. Затем она вынула оттуда большой кусок туалетного мыла, зубную щетку, пакетик шпилек, флакон духов, складной стул, коробочку таблеток от кашля, 11 ночных рубашек, пару туфель, коробку домино, 2 купальные шапочки, альбом с открытками и зонтик с ручкой в виде головы попугая. Наконец она вытащила из сумки кровать-раскладушку, уже застеленную даже с покрывалом и пуховым одеялом, и поставила ее между колыбельками Джона и Барбары. И тут Майкл, совершенно очарованный всем происходящим, воскликнул: «Мэри Поппинс, вы никогда от нас не уйдете, правда?» «Еще одно слово из этого района, — угрожающе говорила она, — и я позову полисмена». «Я же только хотел сказать, — начал Майкл растерянно, — что мы надеемся, что вы долго-долго будете с нами». Он запнулся и замолчал, весь красный и сконфуженный. Мэри Поппинс, молча переводя взгляд с него на Джейн и обратно, добавила: «Останусь, пока ветер не переменится». Задула свечу и легла в постель. «Тогда все в порядке», — сказал Майкл, наполовину про себя, наполовину обращаясь к Джейн, но Джейн его не слышала. Она думала обо всем, что произошло, и о том, что еще теперь будет. Вот так Мэри Поппинс поселилась в доме номер 17 в Вишневом переулке. В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт-волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая страна. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая страна. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. В 5 утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, те давали молоко. День за днем промчало света, очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэта, если им всего же свет. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая страна. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая страна. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. Как стакан парного молока. Как стакан парного молока. Мэри Поппинс скатила впереди себя коляску с близнецами. В руках у нее был огромный список необходимых покупок. Джейн и Майкл двигались у нее в кильваторе, размышляя о том, ну когда же список закончится.
Поппинс, мы что ли никогда не пойдем домой? Спросил Майкл капризным тоном. Мэри Поппинс обернулась и посмотрела на него крайне неодобрительно. «Ты можешь идти домой, если тебе угодно, а мы пойдем покупать имбирные пряники». Нет, 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 нет! Мэри Поппинс, пожалуйста, я ведь просто так! Взмолился Майкл, чуть не плача. «Не будь сегодня пятница, — сказала она строго, — ты бы сей секунд отправился домой. Сей секунд». Она решительно двинулась вперед, а Джейн с Майклом поплелись за ней, пытаясь отгадать, что же такое значит «сей секунд». Мэри Поппинс слегка подтолкнула коляску, та повернулась на месте и вдруг остановилась. Джейн и Майкл тоже остановились, как вкопанные. Они оказались у входа в очень странную кондитерскую. Ребята никогда не видали такой маленькой и грязной лавчонки. В лавке было сумрачно. Но ребятам удалось разглядеть, что целых 3 стены занимает остекленный прилавок, а под стеклом лежали пряники. На каждом прянике была позолоченная звезда. Их было столько, что, казалось, они-то и освещают лавку слабым мерцающим светом. Джейн и Майкл оглянулись, недоумевая, где же продавец в этой странной лавке. И вот откуда-то из угла показалась крошечная, тоненькая, хрупкая старушка на тоненьких, как палочки, ножках. Наверное, самая старая на свете, подумали ребята. Но, как ни удивительно, она побежала к ним навстречу легко и весело, словно юная девушка. Ну, вот это да! Неужели сама Мэри Поппинс с Джоном и Барбарой Бэнкс? Как? Джейн и Майкл тоже здесь? Вот это действительно приятный сюрприз. Я вас уверяю, у меня не было таких сюрпризов с тех пор, как Христофор Колумб открыл Америку, клянусь. Старушка подбежала к коляске, слегка покачала ее и сделала близнецам козу с своими тоненькими скрюченными пальчиками. Джон и Барби почти сразу же перестали плакать и заулыбались. Потом она сделала очень странную вещь. Она отломила у себя 2 пальца и подала их близнецам. Просто постный сахар им не повредит, пояснила старушка. А еще более странно было то, что на месте отломленных пальцев немедленно выросли новые. Лучше бы это были мятные конфеты, не удержался Майкл. А иногда так и бывает. Угу. И очень вкусные, кстати. Батюшки, что ж я тут болтаю? Я думаю, моя дорогая, обратилась она к Мэри Поппинс тоном старой знакомой. Я полагаю, вы все пришли за имбирными пряниками. Пожалуйста, мои дорогие, сегодня они испечены по особому рецепту. Сколько прикажете? И вот у ребят оказалось по целой охапке большущих пряников. И каждый пряник был украшен позолоченной звездочкой.
Я надеюсь, вы скоро все придете опять. Не правда ли? Ребята кивнули. Голосок старушки звучал все тише и тише. И внезапно, не очень понимая, что происходит, Джейн с Майклом оказались на тротуаре. Они шагали за Мэри Поппинс, которая снова изучала свой список покупок. Ребята оглянулись. Кондитерской больше не было. Она исчезла. «Странно», — сказала Джейн. Еще бы, сказал Майкл. Но пряники очень вкусные. Все, что было много лет назад, сны цветные бережно храня. И порой тех снов волшебный хоровод взрослых детства за руку ведет. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив тот, ком детство есть, детство наше давно прошло. Взрослой жизни буквально прочло лето, осень, зима, и нет весны. Хранят той весны тепло. Но хранят той весны тепло наши детские сны. Детских снов чудесная страна. Людям всем до старости нужна. Только жаль, что нам, когда взрослеем мы, редко снятся те цветные сны. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив тот, в ком детство есть, детство наше давно прошло. Взрослой жизни буквально прочло лето, осень, зима, и нет весны. Но хранят той весны тепло. Но хранят той весны тепло наши детские сны, наши детские сны, наши детские сны, наши детские сны. Была суббота. В прихожей мистер Бэнкс деловито постукивал по барометру, пытаясь узнать погоду. По лестнице, мрачно топая, спускался Майкл. За ним шла Мэри Поппинс, подталкивая его в спину на каждой ступеньке. Я не хочу идти гулять. Хочу играть со своим новым паровозом. «Какие глупости, сынок!» — сказала миссис Бэнкс. «Обязательно надо идти гулять. От ходьбы у тебя будут сильные длинные ножки». «А я люблю короткие!» — упрямо хныкал Майкл. «Когда я был мальчиком, — сказал папа, — я каждый день ходил со своей гувернанткой на прогулку и никогда не хныкал». Майкл остановился и недоверчиво посмотрел на мистера Бэнкса. «А разве ты был маленьким?» — спросил он удивленно. «А как звали твою гувернантку?» — спросила Джейн, подбежавшая за Майклом. «Она была хорошая?»
Мистер Бэнкс, по-видимому, обиделся. Ее звали мисс Эндрю, и она была божеское наказание. То есть я хотел сказать, поправился мистер Бэнкс, что она была, очень строгая, очень любила поставить тебя на место и ткнуть тебя носом, чтобы ты чувствовал себя ничтожным червяком. Вот такая она была, незабвенная моя мисс Эндрю. Мистер Бэнкс наморщил лоб при одном воспоминании о своей гувернантке. По всему дому разнесся пронзительный звон дверного колокольчика. На крылечке стоял разносчик телеграмм. Срочная телеграмма на имя Бэнкса. Ответ будет? Он вручил мистеру Бэнксу оранжевый конверт. «Если новости хорошие, получишь на чай», — пообещал мистер Бэнкс, вскрывая конверт. Он прочитал телеграмму и побледнел. Ответа не будет. А на чай? Тем более, с горечью ответил мистер Бэнкс. Телеграфный мальчик посмотрел на него с упреком и печально удалился. «О, Боже, что случилось?» — спросила миссис Бэнкс. «Кто-нибудь заболел?» «Хуже», — отвечал мистер Бэнкс трагическим голосом. «Тебя уволили с работы?» «Еще хуже!» Он разгладил телеграмму и прочел вслух. «Приезжаю к вам на месяц. Прибуду сегодня в 3 часа. Мисс Эндрю». «Эндрю? Ой, кажется, так же звали твою гувернантку», — сказала Джейн. «Это она и есть», — ответил мистер Бэнкс, нервно расхаживая по комнате и отчаянно теребя остатки своих волос. «Ее зовут Юфимия, и она приезжает сегодня в 3 часа». «Ну, дорогой мой, это не такая уж плохая новость», — сказала миссис Бэнкс. «Милая старушка нам «Милая старушка?» — проревел мистер Бэнкс. «Ты сама не понимаешь, что ты говоришь. Милая, как бы не так». Он схватил свою шляпу и плащ. «Куда ты собрался?» — спросила миссис Бэнкс. «Куда угодно, никуда. Скажи ей, что я умер!» — прокричал мистер Бэнкс и умчался из дому, совершенно расстроенный и подавленный. Возвращаясь с прогулки, Джейн и Майкл увидели на углу Вишневого переулка такси. Ура! Такси! Завопил Майкл. Это, наверное, мисс Эндрю приехала. Такси не спеша со скрипом и стоном ехало по переулку. И это было неудивительно, потому что от колес до самой крыши она была нагружена багажом. Собственно говоря, с самой машины почти не было видно под чемоданами. Чемоданы были на крыше. Чемоданы были сзади, из боков тоже были видны одни чемоданы. Из окон высовывались сундуки и кофры, к ступенькам были привязаны коробки и шляпные картонки. И даже на водительском месте, казалось, сидели 2 огромных саквояжа. Наконец такси остановилось. Наружу выбрался шофер и открыл заднюю дверь. Оттуда, подпрыгивая, выскочила коробка для ботинок. За ней громадный сверток в оберточной бумаге. Далее последовали зонтик и трость. И напоследок на волю вырвались, треща и звеня. Большие весы избили таксиста с ног. С дороги!
Я выхожу! Протрубил из такси громоподобный голос. И на ступеньке машины появилась такая огромная ножища, какой ребята в жизни не видывали. И за ней последовали все остальные части мисс Эндрю. Джейн и Майкл, с интересом разглядывая огромную женщину с крючковатым носом, недобрым ртом и маленькими глазками, сердито смотревшими сквозь очки. Заметив детей, мисс Эндрю пошла к ним навстречу, гремя каблуками. «Ну, — пробасила она, — вы, конечно, не знаете, кто я такая». Нет, знаем, радостно откликнулся Майкл. Вы божеское наказание. Темно-багровый румянец залил все лицо мисс Эндрю до самой шеи. «Ты очень грубый, невоспитанный мальчишка. Я пожалуюсь твоему отцу». Она повернулась к Джейн. «А ты, Джейн, я полагаю, твое платье слишком коротко. И почему ты без чулок? Девочки в мое время никогда не ходили с голыми ногами. Придется поговорить с твоей мамашей». Мисс Эндрю наклонилась над коляской и в знак приветствия ущипнула близнецов за щеки. Джон и Барби заплакали. «Фу, что за манеры!» – пробасила мисс Эндрю. «Воспитанные дети так не плачут!» Обернувшись к Мэри Поппинс, мисс Эндрю произнесла: «Давайте им серу и патоку, и побольше!» «Благодарю вас, сударыня», — сказала Мэри Поппинс с ледяной вежливостью. «Но я не прошу советов ни у кого». «Вы забываетесь!» — закричала мисс Эндрю. «Как вы смеете так отвечать мне? Мне! Вы подозрительная личность. Вынуждена принять меры, чтобы вас немедленно удалили из этого дома. Попомните мои слова!» Она распахнула калитку и понеслась по дорожке, придерживая одной рукой какой-то круглый предмет, накрытый клетчатой материей. «Значит, я не умею воспитывать детей. Вот как!» — произнесла Мэри Поппинс. «Я подозрительная личность. Посмотрим». Вдруг откуда-то с порога послышалось негромкое чириканье. «Ага!» — торжествующе вскричала Мэри Поппинс. «Как же я сразу не догадалась!» И, подскочив к круглому предмету, оставленному мисс Эндрю на крыльце дома, она одним движением сдернула с него клетчатую тряпку. Под тряпкой была медная птичья клетка, внутри которой на жердочке сидела светло-коричневая птичка. Она замигала, потом печально оглянулась вокруг. Но едва взгляд упал на Мэри Поппинс, птичка так и подскочила от удивления. Потом, открыв клюв, она тихо и грустно, тоненько запищала. Джейн и Майкл никогда не слышали такого грустного свиста. «Не может быть! Ай-яй-яй! Что ты говоришь?» — сказала Мэри Поппинс, сочувственно качая головой. «Чур-чур!» — сказала птичка, уныло свесив крылышки. «Что? 2 года в этой клетке? Стыд ей и позор!» — сказала Мэри Поппинс, вся раскрасневшись от негодования. А птичка перескочила по жердочке поближе к Мэри Поппинс и что-то пропела вопросительным тоном.
Мэри Поппинс на минуту задумалась. «Ну, — сказала она, — это не так уж далеко, приблизительно час полета. Полетишь отсюда прямо на юг». Птица явно обрадовалась. Мэри Поппинс наклонилась над клеткой. Что вы хотите сделать, Мэри Поппинс? Все-таки не удержался Майкл. Что это за птичка? «Жаворонок», — коротко ответила Мэри Поппинс, открывая задвижку. «Ты видишь жаворонка в клетке в первый и последний раз». И с этими словами она распахнула дверцу. Жаворонок взмахнул крыльями и с пронзительным криком вылетел на свободу. Когда мисс Эндрю вновь показалась в дверях, она загремела. Что такое? Дети до сих пор не в постели? Все воспитанные дети должны быть в постели в 5 часов вечера. Я непременно поговорю с вашим отцом. Она оглянулась. Ну, посмотрим, где я оставила моего... Она внезапно запнулась. У ее ног стояла открытая клетка с распахнутой настежь дверцей. Как? Что? Когда? Куда? Где? Кто трогал клетку? Где мой жаворонок? Ответом по-прежнему было молчание. Мисс Эндрю поочередно обвела грозным взором всех ребят. Наконец, ее прокурорский взгляд остановился на Мэри Поппинс. Это вы? Заорала она, указывая на Мэри своим громадным пальцем. Как вы смели? Вы сегодня же уберетесь из этого дома. Наглая, дерзкая, негодная. И тут случилось нечто необыкновенное. Мэри Поппинс устремила взгляд на мисс Эндрю, и внезапно мисс Эндрю, словно зачарованная ее пристальным мрачным взглядом, задрожала всем телом. Она судорожно глотнула воздух, пошатываясь, сделала 2-3 шага вперед и вдруг молниеносно кинулась с клетки. А затем то ли мисс Эндрю стала меньше, то ли клетка больше. Этого ни Джейн, ни Майкл ясно не увидели, как дверца клетки захлопнулась. И мисс Эндрю оказалась внутри клетки. «Вы сказали, что я не умею воспитывать детей», произнесла Мэри Поппинс. Мисс Эндрю, съежившись, попятилась назад и задрожала от страха. Я прошу извинения. «Что я груба и бестолкова», продолжала Мэри Поппинс. Я ошиблась, простите, только отпустите меня. Я больше ни о чем не прошу. Заломив руки, она умоляюще глядела в глаза Мэри. Отпустите меня, я не могу здесь оставаться. Отпустите, я уеду. Мэри Поппинс задумчиво глядела на нее некоторое время. Потом она махнула рукой и сказала: «Ступайте». Мисс Эндрю выбралась из клетки и, спотыкаясь, побежала. «Стойте!» Над треснутым голосом прокричала она таксисту. «Подождите меня! 10 шиллингов на чай, если вы немедленно у меня увезете!» «Похоже, что старушка тронулась», — бормотал таксист, отъезжая от дома. Брата три на земле не найти добрей. Брата пристриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Как-то раз, встретив
льва. оробел Сперва и с трудом подобрав слова, Он сказал весьма учтиво: чтобы быть всегда красивым, нужно стричь усы и гриву в год примерно раза два. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Что же было потом? Ясно всем, кто со львом знаком. Стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев остриженный, как пудель, съел беднягу, словно пудинг, съел со всем инвентарем. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. В 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Нет ничего вечного, сказал одним тихим утром Майкл, доставая последнюю шоколадную конфету из коробки. Эх, остатки сладкие. Все хорошее когда-нибудь кончается, наставительно сказала Мэри Поппинс. Майкл поглядел на нее, наклонив голову на бок. «Кроме вас, — сказал он, расхрабрившись, — а ведь вы очень хорошая!» Довольная улыбка появилась на лице Мэри Поппинс, но только на одно мгновение. «Там видно будет, — возразила она, — ничего вечного нет». Джейн встревоженно обернулась. Если нет ничего вечного, то значит и Мэри Поппинс? «Ничего?» — испуганно спросила она. «Абсолютно ничего», — отрезала Мэри Поппинс. В дверь постучали.
В дверях показалась горничная Эй. «Знаете что?» — сказала она. «А в парке карусель. Появилась вчера вечером. Я думала, вам интересно узнать». Ой, Мэри Поппинс, а можно мы пойдем, можно мы пойдем? Воскликнула Джейн. Скажите да, выплясывал вокруг нее Майкл. «Пожалуй», — сказала Мэри Поппинс. «Собирайтесь». И не успела Мэри Поппинс засунуть близнецов в коляску, Джейн и Майкл были уже за воротами, ведь их ждала карусель. Музыка звучала все громче. Раскаты труб и барабанов гремели в воздухе, властно притягивая всех. На окруженной липами лужайке стояла карусель. Карусель сверкала и сияла, лошадки так и горцевали, и медные стойки ослепительно блестели. Когда они подошли, карусель замедлила ход и остановилась. Парковый сторож придержал ее за поручень. «Заходите, заходите», — приветливо и важно проговорил он. Майкл вскарабкался на лошадку, раскрашенную в красный с голубым цвета. На ее золотой шлейке было написано «Веселые ножки». А Джейн вскочила на спину лихого белого коня в красной сбруе. Мэри Поппинс вытащила близнецов из коляски и посадила Барби впереди Майкла, а Джона сзади Джейн. А вы разве не поедете? — крикнул Майкл. «Поеду в следующий раз», — буркнула Мэри Поппинс. «Держитесь крепче!» Раздался гудок, и музыка заиграла снова. Лошади медленно-медленно тронулись. Деревья двинулись вокруг них, а потом кружились все быстрее и быстрее. Карусель разгонялась, ветер бил в лицо, раздувал, отбрасывал волосы назад. И вот уже весь парк закружился, завертелся вокруг ребят, как гигантский волчок. Казалось, не будет конца кружению. Они уже не знали, где небо, где земля, где деревья. Весь мир обратился в бешено несущийся круг. И странно, в глубине души Майкл и Джейн словно чувствовали, что это никогда не повторится, никогда не бывать такому волшебному катанию, такой волшебной карусели. Никогда. Никогда. Когда карусель остановилась, ребята с трудом слезли с лошадей, но глаза у них сияли, и голоса дрожали от восторга. «Здорово, здорово, здорово!» — повторял Майкл, восторженно глядя на Мэри Поппинс. «Если бы можно было вот всю жизнь так кататься!» Мэри Поппинс посмотрела на ребят. И этот взгляд был удивительно добрым и ласковым. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается», — сказала она. Сказала второй раз за этот день. «Майкл, будь хорошим мальчиком. Джейн, позаботься о Майкле и близнецах», — сказала Мэри Поппинс. Занимайте места, занимайте места. — крикнул карусельщик. «Иду!» — крикнула она и, махнув зонтиком, решительно шагнула к карусели. «Мэри Поппинс!» — закричала Джейн дрожащим голосом. Ей вдруг стало страшно. Она сама не знала, почему. «Мэри Поппинс!» — крикнул и Майкл, заразившись ее страхом. Но Мэри Поппинс даже не повернула головы. Ловко вскочив на платформу, Мэри Поппинс подошла к серой в яблоках лошади по имени Карамель и уверенно уселась верхом. «В один конец или туда и обратно?» — спросил карусельщик. Трудно сказать заранее.
произнесла она. А вдруг понадобится? Давайте обратно. Карусельщик подал Мэри Поппинс зеленый билетик. Ребята не сводили глаз с Мэри Поппинс. Карусель уже вертелась полным ходом, и только темный силуэт, чинно и уверенно сидевший на сером в яблоках коне, то приближался к ним, то снова уносился в вихре света и блеска. Вдруг что-то блестящее полетело прямо к ребятам и упало у самых ног. Это был медальон на золотой цепочке. Дрожащими пальцами Джейн нажала на кнопку, и крышка отскочила. В мерцающем свете карусельных огней они увидели свои собственные изображения. И, окруженные ребячьими мордочками, глядело на них знакомое лицо с синими глазами, румяными щеками, вздернутым носом и черными блестящими волосами. Джейн закрыла медальон и положила его в карман. Оба знали, что надежды больше нет. Оба обернулись к карусели, и вовремя. Потому что в этот самый миг музыка грянула еще громче, и карусель, не переставая бешено вертеться, оторвалась от земли. Она улетает! Сказал Майкл. «Мэри Поппинс, вернитесь! Вернитесь!» — кричали ребята, протягивая к ней руки. Но ответа не было. Карусель уже поднялась выше самых высоких деревьев и, вращаясь, ввинчивалась в небо. Она взяла обратный билет, сказал Майкл. Как ты думаешь, она вернется? «Может быть, если мы будем очень, очень скучать», — сказала Джейн. Мы будем скучать, повторил Майкл. Очень скучать, Да, да, она обязательно вернется. Мы ждем ждем тебя, тебя, Мэри Поппинс! Возвращайся! Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей. Сердца людей срывают дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра. Ветра кружат сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя.
ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер Дорогие друзья, удивительную историю Мэри Поппинс для вас сегодня спели, сыграли и прочитали. Дмитрий Сухих, Ксения Накорякова, Юлия Галиханова, Заслуженный артист Удмуртской республики Алексей Градилов. лауреат всероссийских и международных конкурсов, оркестр «Золотая мелодия». Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Удмуртии Лев Накоряков. Дорогие друзья, следующая встреча со сказкой состоится 16 мая в 13 часов здесь, в Удмуртской государственной филармонии. Персонажи любимых мультипликационных фильмов вместе с оркестром «Золотая мелодия» расскажут удивительную музыкальную историю о веселых приключениях и настоящей дружбе. В программе прозвучат любимые песни из мультипликационных фильмов, «Бременские музыканты», «Как львенок и черепаха пели песню», «Приключения капитана Врунгеля» и многие-многие другие. В концерте примут участие солисты филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Лев Накоряков. Любите сказки, любите музыку, и они будут всегда украшать вашу жизнь. Ну а нам осталось только попрощаться с вами. До свидания, дорогие друзья.